Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире «Утро Якутии» на канале Якутия-24 и НВК «Саха». И этот утренний эфир проведем для вас мы, Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. 28 апреля на календаре, день недели среда. А сегодня в нашей программе вы узнаете, как поддерживают многодетных матерей в Нюрбинском районе и какой дополнительный мат-капитал они выплачивают семьям. Любители живописи посетят персональную выставку в городе Ленске, а студенты узнают от нас полезные лайфхаки о том, как сдать сессию без стресса. Сегодня у нас также в студии будут очень интересные гости, например, у специалиста МФЦ. Мы узнаем, что делать, если вы планируете построить дом, а ваш участок находится в зоне затопления. И познакомимся с преподавателями кластера СИТИС и узнаем, какие музыкальные и творческие способности можно развить благодаря мастер-классам. Хотим напомнить вам, что для всех ваших пожеланий, вопросов, а также ответов на наши конкурсы работает наш WhatsApp номер 8914 273 4488. И напоминаем, что на протяжении всей этой недели мы разыгрываем призы. Да, один из призов находится уже на нашем столе. Этот приз мы разыграем сегодня в течение эфира. Ну и напомним, что предоставил данный подарок для наших телезрителей магазин «Профи Маркет». Магазин профессиональных инструментов для строительства и дачников. Да. Ну и самый внимательный и быстрый. Как всегда, мы проверяем вашу внимательность в течение нашей программы. Вы услышите вопрос, на который нужно первее всех и правильно ответить. Так что Ну что, пока завариваем чашечку кофе или чай наливаем, просыпаемся и по традиции начинаем с прогноза погоды. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 9-11 градусов мороза. В заречной группе 1-8. В южных 8-9 градусов, в Вилюйской 10-14. В Нижнеленских до 13-14 градусов мороза, в западных 8-12. В Колымо-Индигирских 2, местами 5 градусов, в Янских 10-18. На северо-западе 2,7 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 8 градусов мороза, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Утром небольшой снег, он, кстати, сейчас и идет в Якутске, а днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем, тем не менее, составит 3-5 градусов тепла. Но мы сейчас переходим к блоку новостей. Наш новостной обозреватель Сергей Михедов уже находится в нашей студии. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Я слышал, что с 1 мая есть какие-то нововведения, касаемые проезда детей в общественном транспорте. Утро доброе, коллеги. Доброе утро, Якутия. По сообщению пресс-службы Госдумы, с 1 мая, если высадите ребенка, который едет в автобусе без взрослого и у него нет билета или он не может оплатить проезд, то водитель заплатит за это штраф 5000 рублей, а кондуктор или контролер от 20 до 30 тысяч. В ситуации, когда ребенок едет со взрослыми, но они не платят за проезд, транспорт им придется покинуть на ближайшей остановке. Вскрытие реки Лены на территории Ленского района ожидается 9 мая. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев по итогам облета акватории реки в рамках командировки в Ленск. Министр провел совещание по готовности реагирующих подразделений, в котором принял участие и глава республики Айсен Николаев. В Ленске вскрытие реки ожидается ближе к 9 мая, где максимум уровней воды предполагаются выше нормы на 1,3 метра, сообщил Евгений Зиничев. Космический мониторинг показал 53 возможных участка ледовых заторов. В готовности к отправке находится 9 оперативных групп. В настоящее время гидрологическая обстановка на территории Якутии стабильная, подтопленных населенных пунктов нет.
Между тем, существует риск обрушения берегов проток на реке Лени. Есть и вероятность выхода волны на пойменные участки в селах Хатацы, Пригородные и Табага. Об этом сказал премьер правительства Якутии Андрей Тарасенко во время совещания с профильными ведомствами. Чтобы не допустить чрезвычайную ситуацию в период прохождения половодья, нужно обеспечить комплексные меры по берегозащите. Кроме того, республиканские власти намерены подготовить проектную документацию для расчистки рек и проведения дноуглубительных работ. Прокуратура Анамского района проверяет сельские администрации для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. В зону возможного затопления там попадают 12 населенных пунктов. В ходе проверки выяснилось, что в нескольких поселениях отсутствует план мероприятий, то есть отсутствует отселение людей в пункты временного размещения, отгон скота и животных, наглядная агитация по защите от чрезвычайных ситуаций. В отношении глав 5 поселений возбуждены административные дела. 4 из них рассмотрены. Назначены штрафы по 10 тысяч рублей. Прокурорские проверки продолжаются. Прокурорскими проверками в 7 поселениях Анамского района выявлено нарушение законодательства в области защиты от чрезвычайных ситуаций. По мерам прокурорского реагирования на нарушения устраняются. 5 глав поселений привлечены к административной ответственности. В поселке Нижний Бестях ко Дню Республики вручили ключи новоселам от многоквартирного жилого дома. Объект построили в рамках программы переселения. До 2017 года в 29 селах Мигино-Кангаласского района признали аварийными 272 многоквартирных дома общей площадью более 66 тысяч квадратных метров. Из них 58 приходится на поселок Нижний Бестях. Введено в эксплуатацию 2 многоквартирных дома. Первый по улице Алданская, 13, где ключи получили 46 семей. Второй по улице Кооперативная на 57 квартир. Мы очень долго ждали этого события в нашей жизни. Наконец-то оно случилось. Благодарны и нашему муниципальному образованию, и нашему правительству за то, что оно беспокоится о своих гражданах, за то, что оно создает такие проекты для людей. Вот. Большое им всем спасибо. Мы очень довольны, очень рады. Квартиры светлые, красивые, просторные. Вот. Ну, будем жить, будем радоваться. В один из наслегов Амгинского района забежал олень. Жители, увидев это, сразу сообщили в местную инспекцию экологического надзора. На кадрах очевидцев олень спасается от стаи собак. Местные отмечают, что подобное явление не новое и встречается каждый год. То косули забегут, то медведь переплывет реку. Хотя корма в этом году достаточно, снега в Амгинском районе выпало очень много. Поэтому, предположительно, олень по следам техники, вывозившей дрова, попал в населенный пункт, где на него набросилась стая собак. Работники инспекции экологического надзора отогнали их с помощью снегохода и сопроводили заплутавшее животное в привычную среду обитания. Сегодня амгинцы наблюдали заход дикого северного оленя, который ориентировочно пришел со стороны горы Короленко в утренние часы. И вот с 8 утра и до часу дня мы предприняли 4 попытки, чтобы отбить животное от собак. И вот на 4-й раз нам удалось это сделать. И благополучно сопроводили, отбили от собак и благополучно сопроводили обратно в сторону горы Короленко, где он переправился через речку Крестях и скрылся в лесу. Предположительно, это самка, 2-летка. Собак отогнали, пусть уходит. С утра гоняет. Выдохся уже. Собаки отстали. Вот деревня. О, благополучно уходит. К этой минуте у меня пока все. Я возвращаю слово коллегам. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей. Ну что, друзья, сейчас, внимание, конкурс, который мы анонсировали буквально несколько минут назад. Вот этот замечательный приз – это ручной культиватор «Торнадо» от магазина «Профи-маркет» достанется одному из наших телезрителей прямо сегодня в течение этого эфира. Ну и, конечно, напоминаем, что принимаем мы ответы на WhatsApp номер 8 914 273 44 88. А теперь, внимание, вопрос звучит следующий. Нужно вам назвать
назвать растения, в которых есть нота «до». Кто назовет больше примеров, тот и станет победителем вот этого замечательного приза. Причем нота «до» или слово «до», да, оно должно находиться, может, или в начале, либо в середине. Главное, чтобы это было название растения. Ну что, ждем ваши ответы на наш WhatsApp номер. Самый быстрый и скоростной, быстрый и правильный телезритель получит сегодня наш подарок. Да, а результаты мы сообщим уже в конце нашей программы. Ну а теперь к новостям из московского зоопарка, который в очередной раз опубликовал видео с пандой Дин-Дин. В этот раз бамбуковая медведица играла любимой игрушкой со своим шаром. Панда со специального приспособления пыталась дотянуться до мяча, не отпуская задние лапы, но любимая игрушка все время откатывалась назад. Несмотря на то, что медведице пришлось показать чудеса эквилибристики, все-таки к мячу она смогла приблизиться, когда оказалась на земле. Сотрудники московского зоопарка не перестают удивляться и отмечают, что панды удивительные животные. В них сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи: медвежья неуклюжесть и кошачья грация, большой размер и мимимишность, скорость и медлительность, и черное, и белое. Надо же, панды могут быть, оказывается, такими гибкими. Ну, не зря, наверное, самый известный мультик про кунг-фу был, конечно же, про панду. Ну, а чтобы и вам, нам всем быть пандами, хотела сказать, такими же гибкими и сильными, мы предлагаем сделать вместе с нами утреннюю зарядку. Доброе утро! С вами фитнес-клуб Fitness Life, инструктора тренажерного зала Андрей и Мария. Давайте начнем нашу зарядку. Начнем с дыхания, встаем на носочки и тянемся вверх. Медленно тянемся вверх, перекатываясь с пяточки на носок. Вдох, выдох, вдох, выдох. Переходим к вращению головы. Медленно вращаем головой в одну сторону, сначала вправо. Делаем таких 5 вращений, не торопимся, дыхание ровное. Повороты корпуса в бок. Начинаем с правой стороны и раз, 2, больше скручиваемся, 3, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь тянемся к полу, максимально растягиваем бицепс бедра, остановимся. Теперь берем себя за локоточки и покачаемся. Переходим к разогреву ног. Начинаем с правой ноги, вращение бедра в бок. И раз, 2, 3, держим равновесие, 4. Переходим к другой ноге. И раз, 2, 3, не торопимся, дыхание ровное, 4. И теперь немного кардио. И раз, 2, 3, 4, 5. Сделаем еще 5 раз. И раз, 2, 3, 4, 5. Отлично. На этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня. Но я думаю, что вы зарядились зарядом бодрости, получили заряд бодрости на весь день. Кстати, хотелось бы немножко разъяснить, да, отметить, может быть, не все поняли, но нужно не по одному названию растения, в котором есть слово или нота «до», а как можно большее количество растений в одном сообщении. То есть да, потому что сообщений приходит достаточно много, мы теряемся, поэтому если вы будете отправлять по одному, мы попросту не определим победителя, поэтому будьте внимательными и пишите все варианты ответов, все названия в одном сообщении. Ну а сегодня, 28 апреля, свой профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи.
Во-первых, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы их поблагодарить за то, что они стоят на страже нашего здоровья. И, конечно, от всей души поздравить их с профессиональным праздником. Да, особенно вот в это нелегкое время. Да, ну а какие еще знаменательные события, связанные с сегодняшним днем, давайте посмотрим в нашей постоянной рубрике. – 28 апреля – Всемирный день охраны труда. Также сегодня День работников скорой медицинской помощи в России. 28 апреля – День борьбы за права человека от химической опасности, иначе он называется День химической безопасности. По народному календарю, если южный ветер дует несколько дней подряд, то это к дождю. Если ночью холодно, а днем стоит жара, то установится хорошая погода. 28 апреля 1563 года в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. В 1914 году в этот день в США запатентован воздушный кондиционер. 28 апреля 1947 года норвежский этнограф Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту Кон-Тики. Цель его путешествия – подтвердить свою гипотезу о возможности первоначального заселения Полинезии из Южной Америки. Плавание Хейердала длилось 101 день и завершилось успешно. 28 апреля 2001 года состоялся полет в космос первого космического туриста. Американский миллионер Деннис Энтони Тита отправился в космос на борту российского корабля «Союз ТМ-32», который затем пристыковался к Международной космической станции. 28 апреля 1937 года родился Саддам Хусейн, иракский государственный и политический деятель, президент Ирака. В 1948 году в этот день родился Терри Пратчетт, английский писатель-фантаст. 28 апреля 1974 года родилась Пенелопа Круз, испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар». Именины в этот день празднуют Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Сава, Севастьян, Трофим и Федор. Доброе утро! Поздравляем всех именинников этого дня. Ну а в Нюрбинском районе большое внимание уделяется развитию демографической политики. С 2020 года для семей, родивших или усыновивших четвертого и последующих детей, в районе вручается мат-капитал размером 100 тысяч рублей. Сколько семей получили в этом году такую поддержку и до какого года администрация Нюрбинского района планирует реализовать эту программу, расскажет Роман Савинов. В муниципальном районе Нюрбинский район большое внимание уделяется в развитии демографической политики. В целях создания условий, обеспечивающих семьям достойную жизнь и пропаганды семейных ценностей, по инициативе главы муниципального района Нюрбинский район Алексея Иннокентьева с 2020 года для семей, родивших или усыновивших четвертого и последующих детей в Нюрбинском районе реализуется социальная мера поддержки многодетных семей под названием «Муниципальный материнский капитал Нюрбинская семья». Сертификат размером 100 тысяч рублей в торжественной обстановке вручается многодетным семьям. В прошлом году мы сертификат в размере 100 тысяч рублей вручили 70 семьям. На сегодня получили сертификат 17. В прошлом году предусмотрели около 7,5 миллионов рублей. В этом году уже также предусмотрена сумма в этом размере 7 миллионов 500 тысяч рублей. Семья Семеновых из города Нюрба воспользовалась муниципальным материнским капиталом в ноябре прошлого года. Материнский капитал семья направила на приобретение бытовой техники. Данной мерой социальной поддержки многодетная семья может воспользоваться на свое усмотрение. Как таковых ограничений, как в республиканском или федеральном материнском капитале, нет. Также не требуется отчетность. Купили бытовую технику. Это очень даже полезно для многодетной семьи. И такая программа только в Нюрбинском районе получается, да? Да, в республике и в Российской Федерации такого еще нету. Пакет документов очень были простые. Надо, конечно, было во время пандемии, поэтому все через госуслугах все прошло. Но все вовремя сдали, так уж сложного не видел. А требуется ли какая-то отчетность об использовании данного материнского капитала? Нет, отчетность не требует. Поступает на счет банковский и можно использовать на любые ресурсы. Реализация данной меры социальной поддержки многодетных семей имеет высокую эффективность, является важным показателем положительного развития демографической политики района. Данная программа будет работать в районе до 2024 года. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район.
А на этой неделе тема нашей постоянной рубрики «Якутия 20 лет в 21 веке. Промышленность». И сегодня вас ждут замечательные, интересные факты о замечательном человеке Валерии Иосифовиче Иванове. Валерий Иванов всю жизнь посвятил развитию промышленности, стоял у истоков газовой отрасли Якутии. Валерий Иосифович родился во время Великой Отечественной войны. Якутия тогда считалась аграрным регионом, но Валерий решил, что у нашей республики есть большое промышленное будущее, и окончил Куйбышевский политехнический институт, стал нефтяником. Получив диплом, он вернулся в Якутию и начал трудиться на строительстве первых газопроводов. Уже через год выпускник университета стал старшим инженером. Впереди у него было еще полвека упорного труда. 28 лет назад Валерий Иванов возглавил дирекцию по газификации сельских населенных пунктов. В течение 20 лет дирекция полностью газифицировала Якутск с пригородами и все села в 6 улусах, расположенных рядом с магистральным газопроводом. Трудовой победой стало строительство 2-метрового подводного газопровода. Его проложили по дну Лены, чтобы привезти газ в населенные пункты Заречья. А в следующем году Валерию Иванову исполнится 80 лет. И мы желаем Валерию Иосифовичу крепкого здоровья, энергии и счастья. Такие люди – настоящая гордость для нашей республики. В последнее время появились случаи отказа в строительстве жилых домов из-за запрещенной зоны затопления. Как узнать, попадает ли ваш участок в такую категорию и что делать в этом случае, мы сегодня поговорим с нашим гостем, юрисконсультом Центра «Мои документы» Денисом Шариновым. Доброе утро. Здравствуйте. Денис, доброе утро. Ну что такое зона затопления, да, и для чего она вообще устанавливается? Зона затопления – это зона с особыми условиями использования, которые устанавливаются в отношении территорий, в отношении которых были случаи затопления в период до 100 лет. Эта информация предоставлена Министерством чрезвычайных ситуаций и Министерством экологии республики. А скажите, а какие ограничения зона затопления устанавливает? Основными ограничениями в зонах затопления являются это, конечно же, во-первых, запрещение строительства в этих зонах и размещение новых населенных пунктов, которые также налагают ограничения в случае, если вы хотите приобрести земельный участок, расположенный в этой зоне, поставить его на кадастровый учет, и он полностью расположен в данной охранной зоне. Также касательно получения разрешительных документов на строительство, данный запрет будет действовать до установления строительства в отношении данной территории дамбы или каких-то иных инженерных сооружений, которые будут защищать данную территорию от затоплений. А что нужно учитывать, приобретая участок вот в такой зоне? Существующее строительство, то есть объекты строительства и земельные участки, расположенные на территории охранных зон затопления, их можно использовать, то есть и оборот их, то есть купля-продажа, не ограничена. Но необходимые условия соблюдать при составлении договора купли-продажи – это устанавливать пункт, где будет указано данное ограничение, что вот земельный участок и расположенный на нем дом находится в зоне затопления. То есть необходимо уведомлять продавца, и самому покупателю тоже необходимо ознакомиться. А что делать, если мы уже оказались в такой зоне, но не знаем? Как можно узнать, да? Во-первых, можно узнать бесплатно на открытых порталах, источниках, то есть это публичная кадастровая карта pkk.росреестр.ру, и в городе Якутске, например, есть геопортал map.ekadom.ru. Там во вкладках «Зоны с особыми условиями территории» будут обозначены зоны затопления. Если вы можете осуществить поиск по кадастровому номеру вашего участка, и будет видно, нажав на свой участок, там появится весь перечень ограничений, которые установлены на ваш участок.
То есть я правильно понимаю, что если участок находится в зоне затопления, то строить там, допустим, нельзя, да? Да, вот новое строительство в данный момент, к сожалению, до строительства дамбы или каких-то других инженерных сооружений, защищающих от затопления, пока невозможно. А какие охранные зоны имеются помимо зон затопления? Помимо зон затопления, в основном у нас поступают отказы, связанные с охранными зонами линии электропередач и газоснабжения. Вот в отличие от зоны затопления, на строительство на этих территориях оно возможно при наличии согласования от ресурсоснабжающих организаций. То есть если это линии электропередач, то, соответственно, Якутэнерго, и если это газоснабжение объекты, то Сахатранснефтегаз. То есть вы можете подать заявку о том, что вам согласовали, либо не согласовали строительство на данном участке. И в случае наличия положительного ответа вы можете подать, в случае, например, если у вас индивидуальный жилой дом планируется, то уведомление о планировании строительства с приложением данного согласования от Сахатранснефтегаза либо Якутэнерго. Если, допустим, человек далек от интернета, например, да, чтобы зайти на кадастровую карту, может ли он это сделать через МФЦ и как вообще, куда нужно обращаться? Да, также эти ограничения, то есть и зоны затопления, и все остальные ограничения, вы можете посмотреть, заказав выписку из ЕГРН, то есть Единого государственного реестра об объекте недвижимости. И там будет весь перечень ограничений, которые действуют на ваш земельный участок, в том числе и зоны затопления, либо какие-то, если есть иные, например, ипотека, аренда, и все остальные зоны затопления, зоны с особыми условиями использования, то есть охранные зоны. А на карте, которую вы упомянули, да, отмечены зоны по всей республике, да, не только город Якутск? Да, эти зоны установлены у нас в 2019 и 2020 годах на всей территории республики, в том числе и в городе Якутске и в остальных населенных пунктах, которых в основном прилегают к рекам, и в которых случались наводнения за последние 100 лет. А вообще, насколько часто обращаются люди с таким вопросом, находится ли дом в зоне затопления или нет? За 19-20 годы это участилось, особенно во второй половине 2020 года. Чаще начали обращаться за консультацией, например. То есть мы в рамках офисов Центра «Мои документы» предоставляем консультацию. Вы можете обратиться по земельной консультации и указать, сказав свой кадастровый номер участка, вам могут посмотреть и в публичной кадастровой карте, и в геопортале, если в городе Якутске находится, и рассказать, какие ограничения действуют и что это, какие последствия из этого исходят. Хорошо. Денис, Спасибо. благодарим вас за консультацию этим утром. Я думаю, нашим телезрителям было полезно прослушать информацию. Отличного вам дня. Вам спасибо. Спасибо. До свидания. Ну а мы прервемся ненадолго, после чего продолжим. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Утро Якутии», 28 апреля на календаре, день недели среда. Это утро вместе с вами встречаем мы, Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. Да, у нас в продолжении новостной блок. Сергей Михедов вновь в нашей студии. Пожалуйста, Сергей, тебе слово. Якутия, доброе утро. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что организации должны будут самостоятельно выбрать порядок работы для своих сотрудников на майские праздники. Она отметила, что работники могут трудиться дистанционно. Вице-премьер добавила, что объявленные майские выходные не являются основанием для снижения заработной платы сотрудников, подчеркнув, что выплаты должны быть произведены в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни.
И здесь бы я обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры на сегодняшний момент после 1 июня пока не реализовывались до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании, для того, чтобы снова возобновить возможность нашими гражданами посещения этих государств в целях проведения отпуска и отдыха. Минздрав Якутии сообщил, что терапевтические и педиатрические отделения всех медучреждений республики эту неделю и майские праздники будут работать ежедневно. Приемы в поликлиниках дежурных врачей будут вестись с 9:00 до 15 часов по местному времени. Обслуживание вызовов участковых врачей также ежедневно с 9 до 15. Такой же график прописан у пунктов вакцинации. Прием вызовов врачей на дом осуществляется через колл-центры. Победители международной акции «Диктант Победы» получат баллы при поступлении в вузы. Испытание намечено на 29 апреля. Миноборнауки России рекомендовала университетам включить мероприятие в число индивидуальных достижений в рамках приемной кампании. Отмечается, что о готовности присоединиться к акции заявили более 30 вузов страны, а также образовательные центры «Сириус», «Орленок» и «Артек». На сегодня завершается разработка тестовых заданий «Диктанта Победы». Как и в прошлом году, для участников подготовят 3 варианта. Один для прохождения онлайн-теста на сайте диктантпобеды.рф. Второй вариант напишут восточные регионы. Третий – европейская часть России. Приемная комиссия СВФУ в этом году начнет работу с 20 июня. Стало известно, что на следующий учебный год университету было выделено 4154 бюджетных места по программе среднего профессионального и высшего образований. Напомним, в августе прошлого года был утвержден новый порядок приема в высшие учебные заведения. Как и в прошлом году, приемная кампания пройдет как удаленно, так и очно. Принято решение и о том, что большинство вступительных испытаний будет проходить с помощью дистанционных технологий. Подать документы на поступление можно через специально разработанную платформу для абитуриентов. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса наш университет подготовил и разработал собственный сервис, называется «Личный кабинет абитуриента СВФУ». В прошлом году личный кабинет себя отлично показал, и в этом году мы также его будем использовать. А также наш вуз вошел в список вузов, которые будут участвовать во втором этапе пилотного тестирования суперсервиса поступления в вуз онлайн посредством портала госуслуги. Так дистанционно можно подать через личный кабинет, так и портал госуслуги. Школьники из Якутии побывали на космодроме «Восточное» и смогли увидеть запуск ракеты-носителя. Такая уникальная возможность появилась у призеров республиканской олимпиады «Старт в космос», которая проходила в начале апреля. Ребята, юноармейцы из Нерюнгри, Вилюйска и Амги посетили город Циолковский, где познакомились с реальной работой наземных служб космодрома. Побывали в музее космонавтики, увидели детали ракетоносителей, модели ракет, а также макет космодрома. Но самое главное, смогли воочию наблюдать запуск настоящей ракеты в космос. Я рад, что благодаря проекту «Старт в космос» смог увидеть запуск ракеты, а также увидеть этот чудесный город. И от лица всех участников этого проекта хочу поблагодарить организаторов, а также главу Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева за предоставленную возможность. К этому часу у меня все. Хорошего вам дня. Спасибо, Сергей. Студенческая жизнь порой может казаться беззаботной, ведь впереди долгие майские выходные, ну а там и до лета, как говорится, рукой подать. Но студенты не расслабляются, ведь впереди их ждут экзамены и зачеты. Ну а препятствия в виде стресса дают, конечно же, о себе знать. Как хорошо подготовиться и сдать успешно сессию, смотрите в материале Аины Спиридоновой. Наступает самая суетливая пора для студентов – сдача сессии. Казалось бы, совсем немножко осталось до финишной прямой. Давайте узнаем, что делают студенты для успешной сдачи сессии. Юрий Ким – обычный студент СВФУ. Помимо учебы, он уделяет много времени и другим своим увлечениям. И его подход к подготовке к экзаменам весьма отличается от обычной зубрежки.
В народе есть разные приметы, на которые полагаются студенты. Веришь ли ты в них? Лично я не верю. Ну, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому я ко всему готовлю сам и не верю в приметы. Я рекомендую начать готовиться к экзаменам намного раньше, до начала экзаменов. Во-первых, чтобы начать готовиться раньше, это, конечно же, соблюдать режим дня. Начать готовиться с утра, когда ты полон энергии, делать разные заметки. Вот, допустим, можете завести такой блокнотик, можете читать там свои заметки, когда у вас будет свободная минута, какие-либо термины запоминать. Это очень полезно и очень удобно. Многие студенты надеются на народные приметы, как подкладывание монетки в обувь, тетради под подушку и размахивание зачетки с криками «Халява, ловись» в полночь. Какими еще методами пользуются студенты для уверенности на экзамене? Ну, чисто для меня, перед тем, как пойти на экзамен или на зачет, я всегда сажусь в машину и часа 2 езжу по трассе, открываю окна, проветриваю свои мысли, голову. Перед экзаменом, могу сказать так, жестко заучиваю, чтобы прям в голове осталось. Ну, нужно, наверное, к ССС готовиться именно пересчитывая уже пройденную тему. Больше рассчитывать на свои силы, потому что никакие приметы на зачете не помогут. Для большинства экзамен является своеобразной критической ситуацией, которая может определить даже их дальнейшую судьбу. Днем должен быть обязательно сон, то есть здоровый сон, примерно 6-7 часов. Да? В нем должен быть сбалансированное питание и все витамины, да, углеводы и так далее. То есть человек должен хорошо питаться. Позитивное мышление, то есть позитивный настрой на все, что происходит негативное. При вдохе, да, все, что какое-то негативное, тяжелое, сложное, да, и при выдохе и представить, что я это все выдыхаю, и от меня это оно уходит. Главное понять, как вам удобнее готовиться. Не стоит нервничать. Главное, заранее настройте себя на успешную сдачу экзамена. И не забудьте наградить себя, когда экзамены закончатся. Всем, кто готовится к экзаменам, удачной сдачи сессии. Аина Спиридонова, Илья Сыромятников, Якутск. Присоединяемся к пожеланиям нашим студентам. Я вообще, как вспомню студенческие годы, особенно вот это волнение, суета перед экзаменами, зачетами, иногда бывало настолько тяжело, что болела даже голова. Да, я тоже согласна, что сессия – это страшная головная боль. А вот как раз-таки в нашей постоянной рубрике «Советы доктора» мы вам расскажем, как справиться с головной болью. Доброе утро! Испытывали ли вы когда-нибудь головную боль? Наверняка большинство из вас ответит утвердительно. Исследования показали, что 70% взрослого населения жалуются на головную боль. Эта цифра может быть и выше, потому что многие люди, страдающие головной болью, не обращаются на прием к врачам, не желают обследоваться по причине диагностирования у них тяжелой патологии. Головная боль или цефалгия нередко является основным проявлением более 50 заболеваний нервной системы или внутренних органов. Это может быть повышенное или пониженное артериальное давление, патология церебральных сосудов, заболевания позвоночника, патология головного мозга, например, опухоли головного мозга, а также интоксикация. Для первичной диагностики головных болей можно обойтись осмотром узких специалистов, но чаще всего требуется расширенная диагностика, на основании которой осматривается картина головного мозга, сосудов, а также выявляются гематомы, аневризмы и опухоли. Лучшей профилактикой головных болей является здоровый образ жизни и умение избегать стрессов. Главным условием это правильное питание, занятия физкультурой и полноценный ночной сон. Только так организм сможет набраться сил и восстановиться. Алкоголь, курение, злоупотребление энергетиками и кофеином – первые предвестники скорых головных болей. Откажитесь от них, берегите себя.
Ну что, друзья, сейчас подошло время подвести итоги. Напоминаю, мы сегодня разыгрываем ручной культиватор «Торнадо». Он достанется одному из наших телезрителей, который правильно даст ответ. Причем ответ у нас сегодня даже не то чтобы правильный, а наибольшее количество названий растений, содержащих в себе ноту «до». Итак, у нас спорный был момент. Дело в том, длительного обсуждения. обсуждения. Один участник у нас, большой молодец, прислал целых 20 названий. Я даже, вообще практически половину из них не знаю. Да, но они были написаны прям все на «до» и прям в списке. Да, они все начинались на «до», и мы посчитали, что это будет, нечестно, да? Да. Ага. Поэтому, друзья, самое большое разнообразие растений и их количество 15. У нас побеждает абонент, номер телефона которого оканчивается на 2879. Но мы даже... Да, давайте зачитаю. Кстати, в WhatsApp написано, что зовут ее Светлана Максимова. Мы ее поздравляем. Свяжемся с вами после эфира. Ну, а какие названия все-таки, у победителя? Помидор, подорожник, аномадон, ардония, водосбор, гнездовка, гроздовник, донник, додарция, долгоног, дождевик, дороникум, дориантес, досиния и так далее. Так и написано здесь. Да, и причем какие разнообразные ответы. «До» есть в разных частях, названий. Поздравляем победительницу, и вот этот ручной культиватор «Торнадо» от магазина «Профи Маркет» достается сегодня нашей победительнице. Да, Руслан, это прекрасно, когда ты занимаешься любимым делом и получаешь признание. Ленский художник Василий Кудрин открыл персональную выставку, которая называется «Ретроспектива будущего». День открытия совпал еще и с юбилеем художника, и так получилось, что юбиляр сделал настоящий подарок любителям живописи. Ну а мы присоединимся к поздравлениям и предлагаем посмотреть сюжет Юлии Золотаревой. Не просто выставка, праздник. В компании родных, поклонников, музыкантов и в окружении картин художник празднует 80-летие. Вот он в самом центре, в шляпе, очках, бабочке и пиджаке. Впрочем, представлять Василия Кудрина линчанам и не нужно. Живописец прославился не только в городе и районе, даже Выборгский Эрмитаж просил его оставить в коллекции картину. Пойти тропой искусства инженер по профессии решил уже в 30 лет. С тех пор на его холстах виды родных мест, портреты, натюрморты. Почему это первая картина, я считаю? Потому что это первая, когда я взял в руки, будем говорить, масло, кисти, и увидел какое-то растение вот тут, поставил на стол, не понравилось, взял полотенце сзади накрыл и сделал. Вот все. Вот это история этой картины. Холсты для первых картин художник делал сам. Брал мешки в совхозе, вспарывал, грунтовал и начинал писать. Многие из картин пережили наводнение. Не боятся воды и творения, как это говорят в узких кругах, современного Кудрина. Современное искусство – это тот случай, когда шанс стать произведением есть и у крышки от майонеза, и у пробки от газировки. Обычный мусор вдохновил художника на создание картины «Сфера». Ее Василий Кудрин собирал в идеале круг 3 года. Почти 30 тысяч пробок и крышек художник принес в мастерскую с улицы. Знакомые считали это странным и забавным одновременно. Но художнику все равно, что подумают другие. Он просто любит жизнь. Он частично парализованный, и он еле-еле двигается с палочками. Представляете, просидеть с парализованной ногой, с больной рукой, в то же время рыбачить. И он преодолевает эту боль, и он ждет. Вот у нас, когда у него начался инсульт, была одна только цель. Мы сказали, что мы 28 мая с тобой спускаем лодку и выходим на Лену. И вот это его тянуло, его тянет до сих пор. На выставке можно посмотреть картины из старинных монет, ключей и ручек. Художник поделился, не все задумки притворил в жизнь. В мастерской полно материалов для новых шедевров, на 5-6 минимум. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Кластер творческого развития СИТИС был создан весной этого года на базе АГИКИ, что дает возможность жителям и гостям столицы воспользоваться многочисленными услугами из сферы творчества и искусства для взрослых.
обучиться фольклору, игре на разных музыкальных инструментах, освоить разные техники живописи маслом, а также посетить танцевальный фитнес Arctic Step Нейроданс. Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня с нашими гостями. Представляем вам Ивана Бокова, преподавателя кластера СИТИС по классу гитара, и Александра Черикова, студента кафедры социально-культурной деятельности. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Здравствуйте. Угу. Ну, вы сегодня являетесь выпускниками, да, музыкального колледжа, даете уроки игры на гитаре, обучаете людей в возрасте от 8 до 60 и старше, правильно, да? Да. Ага. Иван, почему вы выбрали именно гитару, что она значит для вас? Ну, это началось с самого детства. Как-то тяготел к этому инструменту. Изначально, конечно, учился на народных, на балалайке, но душа не лежала на этом инструменте. И после окончания решил выучиться на гитаре. Учился по различным пособиям, по видео, и вот в дальнейшем решил поступить. Вопрос, наверное, Александру, может быть, да, Давай. зададим. Александр, вы студент кафедры социально-культурной деятельности, учитесь на 3-м курсе. Да. По профилю постановка и продюсирование культурно-досуговых программ. Можешь вспомнить свое самое яркое мероприятие, в котором ты принимал участие? Что запомнилось, и чем оно да? запомнилось? Больше всего. В 2018 году День Государственной Республики Саха-Якутия, которая проходила в Триумфе. Оно у меня очень запомнилось, так как это было очень массово. Там где-то 300 студентов принимали участие. И все так было четко, что мне это понравилось. И я хочу в дальнейшем делать такие же мероприятия, такого же размера. Ага, это получается, вы были среди организаторов, да? Я был, да, скажем так. Ага. А что за мероприятие? Ну, День государственности. День государственности. Да. Угу. Ну, больше такие вам нравятся развлекательные или на какие-то такие серьезные даты делать Мне это понравилось с массовостью, триумфальностью, и массово, и было очень красиво, так скажем. И все четко. Все знали, что, куда. Не было такого уха. Ага. Иван, ну, кого сложнее все-таки обучать? Взрослых, детей? И сколько вообще вот есть такое понятие, за сколько можно научиться игре на гитаре, если очень захотеть? Ну, научиться можно и за 2 часа. Так. Можно учиться и 10 лет. Просто в зависимости, чего вы хотите. Отвечая на вопрос, кого легче обучать, взрослых или детей, тут уже тоже палка о 2 концах. Плюс детей в чем? То, что они всегда все копируют. То есть ты сидишь с ним, беседуешь, потом играешь, и он уже сидит и тебя копирует. Со взрослыми немного посложнее. Они могут что-то упускать. То есть если ребенок меня сидит, копирует, то со взрослым мне нужно отрабатывать, потому что, во-первых, постановка – это такая индивидуальная вещь. А так, ну, отвечая на вопрос, да, со всеми можно найти подход. Методика есть. А дети все-таки вот какого примерно возраста? Такой самый такой идеальный возраст на вашем опыте? Я бы отдавал ребенка с 8 лет. А правда, что вот пальцы в кровь, это всех касается? Так, наверное, когда играешь в фламенко. Так, ну, это, наверное, фанатизм, скорее всего. Ну да, бывают случаи такие, когда сидишь долго занимаешься, у тебя экзамен или концерт, и там уже, да, не ощущаешь боль, но смотришь, у тебя пальцы в мозолях кровавых. Когда сосредоточенно уже, Да. наверное, да? Да, когда к цели идешь. Да, Александр, можете рассказать поподробнее про кластер СИТИС? Да. На нашей кафедре есть студенческий театр Туяркен. И мы там делаем различные социальные проекты. И вот с этим Туяркеном и кафедрой мы сделали такой, скажем, как проект, творческий кластер. И вот мы там реализуем такие задачи, как мы делаем заказы на проекты, театрализованные представления, можем делать квесты для разной аудитории, можем делать выпускные для начальных классов, старших звенов, как там с проездом для них и так далее. Можем делать, писать сценарий, конечно, на русском, якутском языке и проводить мероприятия тоже.
То есть, если человеку нужно провести какое-то мероприятие, ему нужен сценарий, он может обратиться к вам? Сценарий, да. Номер какой-нибудь поставить, тоже можете обратиться. Там сценка, пластический номер, все поставим. Все сделаем, да. Иван, вопрос вам, да, вот вы лично много знаете среди своих знакомых, да, тех, кто добился успехов в игре на гитаре вот в нашем городе? Может быть, это были ваши ученики? Ну, скажу, у нас в республике очень мало гитаристов. А почему? Потому что это появилось относительно недавно, и многие люди бросают это дело, уезжают в другие города. Так что могу перечислить, наверное, не больше 3 человек. Получается, мой преподаватель и мои однокурсники. Но все-таки люди с какой целью идут учиться игре на гитаре? Просто для себя? Для чего? Ну, некоторые люди строят большие планы, поступать в консерваторию далее. Кто-то хочет связать свою жизнь там, с преподаванием. Кто-то для себя, да, правда. В основном это все на профессиональный уровень выносится. Александр, вам вопрос как к организатору мероприятия. Какие мероприятия самые трудные в плане постановки и режиссуры, на ваш взгляд? Какие мероприятия? Самые сложные – это массовые. Массой управлять и как-то им с ними взаимодействовать нужно различные, морально быть готовым, психологически, там нужно терпение, труд. То есть это связать огромное количество людей разных возрастов, разных групп, все это очень сложно. И это самое сложное, я считаю. А какие планы? Какие у вас планы? У меня планы. Ну, в дальнейшем поступить в магистратуру и стать режиссером мероприятий уже. А у вас, Иван? Да, я тоже в дальнейшем хочу поступить в консерваторию, чтобы более глубоко познать язык гитары. Молодцы, ребят. Мы вам, конечно, желаем только успехов. Молодцы. Я думаю, что если у нас достаточно продолжительное время есть гитара, и она еще не играла, можем вас попросить сыграть нам что-нибудь? Пожалуйста. Да, конечно. Браво, Иван. Мне кажется, не только мне хотелось подпеть. Если бы я был у экрана телевизора, я бы, наверное, пел вместе. Да, известная композиция группы «Сплин», да, прозвучала. Выхода нет, но скоро рассвет. Мы вас благодарим за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, порадовали наших зрителей и желаем всяческих творческих, конечно же, успехов. Ну, спасибо, ребят. Спасибо, ну, а теперь рубрика для всех книголюбов, наша книжная полка на очереди. В Якутии это имя связано с Николаем Николаевичем Грибановским, основоположником библиографии Якутии. Он составил этот труд, предполагая выпустить 10 изданий. На данный момент вышло 7. И они охватывают 40-е годы 17 века по 1931 год. В нем все известные отрасли Якутии можно узнать. Разные направления. Это и природные ресурсы, это и экономика, становление народного хозяйства, рыбного, животноводства, сельского хозяйства, история, антропологии. Имя Николая Николаевича Грибановского широко известно не только библиотечному миру Якутии, но и библиотечному миру России.
на высших библиотечных курсах Российской государственной библиотеки. Среди величайших имен библиотекарей мира и России, таких как Калимах, София Полоцкая, Иван Андреевич Крылов, Николай Иванович Лобачевский. Имя нашего земляка Николая Николаевича Грибановского также предлагается будущим библиотекарям для того, чтобы написать реферат. Загляните в электронную библиотеку, где вы найдете в открытом доступе все, что связано с именем Николая Николаевича Грибановского. Это все выпуски библиографии, и будь то школьник, студент, начинающий специалист или уже работающий практик, либо просто тот, кто любопытствует, как начиналось дело той или иной отрасли, может найти все, что его интересует в библиографии Якутии. Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Желаем вам отличного дня сегодня. До завтра. Увидимся с вами завтра утром.